Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Олег Мыльников. О главных событиях этого дня в ближайшие полчаса. Год со дня трагедии в 175-й гимназии. Тяжело было в тот день, и спустя год ничего не изменилось, также внутри грустно и тяжело. Сегодня вспоминают погибших в страшной трагедии в Казанской 175-й гимназии. О дне памяти расскажет Вероника Гайнудинова. В ожидании масштабных событий. Это должен быть федеральным праздником. Как пройдет празднование 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией, узнал Дмитрий Аренин. Каждый пятый из строителей серьезно заболел, 28 человек погибли. На сегодняшний день остались еще свидетельства очевидцев тех событий. О малоизвестном трудовом подвиге жителей Чувашии и Татарстана в материале Юлии Гоголевой. Выставка чеченской культуры, спектакль «Волки» и ансамбль «Войнах». Важно друг друга понимать и говорить на одном языке, а, как мы знаем, это язык культуры. Как будут проходить дни чеченской культуры в Республике Татарстан, узнала Алия Хайрудинова. Сегодня в Татарстане вспоминают погибших в страшной трагедии в Казанской 175-й гимназии. Год назад в результате стрельбы, которую устроил 19-летний казанец, погибли 9 человек, 2 учителя и 7 учеников 8 класса. Сегодня на территории гимназии прошел траурный митинг. Родные и близкие погибших почтили их память в мемориальном саду. Его создали во внутреннем дворе школы. Рядом с гимназией появился и стихийный мемориал. Цветы несли родители, одноклассники, друзья, коллектив гимназии, а также горожане. Они не смогли остаться равнодушными к этой трагедии, которая потрясла всю страну. Это сад во дворе гимназии, где высажены деревья в память о каждом из погибших. Сегодня здесь собрались их родители и близкие. Они вспоминали минуты молчания всех жертв трагедии. Вице-премьер Лейла Фазлиева сначала повязала ленточку памяти на одно из деревьев, затем возложила цветы уже в самой школе. Мы по согласованию с родителями и родственниками погибших встречаемся на территории образовательного учреждения в этом саду памяти. Вспомнить детей, почтить их память и тех, кто погиб, учителей. Все вместе с родителями за этот период мы постоянно взаимодействовали. В небо выпустили 9 голубей в память о всех, кого не стало год назад. Наши близкие не умирают, возвращаются теплым дождем. Мы сейчас смотрим на мир совсем по-другому. Его жизнь разделилась на до и после. Мулланур Мустафин первым оказался на пути стрелявшего и получил серьезное ранение головы. 2 месяца провел в московской больнице. Месяц из них в реанимации. До сих пор продолжает курс реабилитации. Некоторые думают, конечно, вот он живет, как жил, так и живет. Это не так. А в душе уже другое. Мулланур Мустафин – сотрудник по обслуживанию здания школы. С 1 сентября он вновь вернулся на работу. Помнить надо, поминать надо погибших. А вот саму ситуацию, процесс какой был, так его вспоминать, по-моему, не надо. Нельзя даже. Сегодня у гимназии, как и год назад, появился стихийный мемориал. В центре табличка с именами всех погибших. Почтить память пришли родители, одноклассники, друзья, учителя гимназии. Цветы несли просто неравнодушные люди. Мы совсем другого района, у нас тоже такого же возраста дети. Нам очень тяжело было в тот день, и спустя год ничего не изменилось. Также внутри грустно и тяжело, поэтому не могли не пройти. Беда не одних людей, только родители. Скажем так, всех. Именно сегодня я в годовщину очень хотел сюда заехать. Пришла немножко поддержать. Что мы помним? Ребятишек, которые погибли. Чтобы такого никогда не было. Этот год был для нас очень тяжелым, очень ответственным. Не только для нас, для наших детей, а для всей нашей школы, для всего города Казани. И всем хочется сказать огромное спасибо за поддержку, которую оказывали нашим детям, нам, родителям. Мы живем только с одной мыслью, чтобы такого больше не повторилось.
Вероника Гайнудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Сегодня в Казани проходит торжественное мероприятие, посвященное 80-летию завершения строительства Казанского обвода и Сурского рубежа. По этому случаю в Татарстане и Чувашии прошел патриотический марафон «Подвиг в тылу». Сегодня для участия в мероприятии прибыл глава Чувашской республики Олег Николаев. Встреча руководителей двух регионов прошла в Казанском Кремле. Рустам Минниханов вручил Олегу Николаеву медаль «Столетие образования ТССР». В свою очередь Олег Николаев наградил президента памятной медалью, посвященной 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Также обсудили сотрудничество между регионами. Сейчас товарооборот составляет порядка 8 миллиардов рублей. Соседние республики объединяют крепкие деловые и культурные связи. Среди важных направлений взаимодействия в образовании и науке, в здравоохранении, в области молодежной политики и туризма. Президент Татарстана выразил признательность за поддержку деятелей татарских общественных организаций в Чувашии и отметил, в Татарстане оказывают содействие чувашской национально-культурной автономии. Президент Татарстана пригласил представителей Чувашии летом на праздник Уяв и на торжества по случаю 1100-летия официального принятия ислама в Волжской Булгарии. Олег Николаев приглашение принял. Приеду и на Казань-саммит, и на Уяв. Тем более Казань-саммит для меня близко. Я собирался в нем поучаствовать в 2020 году, потому что я в Госдуме руководил направлением как раз исламских финансов. Еще днем в Казани открылась научно-практическая конференция, посвященная 80-летию со дня завершения строительства Казанского обвода и Сурского рубежа. Они проходили в том числе по территории ТССР и Чувашской АССР. В их строительстве участвовали более 200 тысяч человек. Об уникальных исторических сведениях, которыми владеют ученые и пока не знают широкие массы, Юлия Гоголева. Малоизвестный подвиг, о котором мы не имеем права забывать. Так краеведы и историки, которые сегодня собрались в Казани, называют строительство Сурского рубежа и Казанского обвода. Протяженность последнего – 331 километр. В нашей республике он проходил через Кайбицкий, Апастовский, Буинский, Спасский и Тетюшский районы. Люди самоотверженным своим трудом, не покладая сил, был сильный мороз, и при этом, по свидетельствам очевидцев, мороз доходил до такой степени, что даже птицы в воздухе замерзали. И при этом не было достаточно техники. Сооружать последнюю линию обороны страны, противотанковые рвы, в Поволжье начали в конце 41-го. К работам привлекли 280 тысяч человек, в основном женщины и дети. Русские, татары и чуваши, жители близлежащих республик, Марий-Эл, Мордовии, а еще украинцы и литовцы, эвакуированные сюда после начала войны. Для нас было очень важно показать нашим детям в Чувашской республике, в Татарстане, что мы всегда в годы войны и в мирное время были рядом и любую трудность преодолевали вместе. Заледенелый грунт прорубали вручную, топором, ломом, лопатой. В минус 37. Строительная техника появилась только в 42-м. Каждый пятый строитель серьезно заболел. 28 человек погибли. Это данные только по Татарстану. Фотографий документальных свидетельств о строительстве оборонительных рубежей в Татарстане и Чувашии немного, но от этого они лишь ценнее. Вот, к примеру, уникальный снимок, сделанный в марте 42-го года. На нем, как мы видим, студентки КАИ, которых тоже в свое время отправили на строительство оборонительных рубежей. И вот как писала об этом одна из девушек. Вышли мы из деревни в 7 часов утра. Народу шло много-много сотен. Повели нас прямо полем, а после дождей грязь липла к ногам. И идти было тяжело. Когда пришли на место, нам показали, что делать. Надо было рыть окопы 7 метров шириной и 3 метра в глубину. Об этом малоизвестном трудовом подвиге наших тыловиков сегодня не рассказывают на уроках истории в школах. Многие студенты исторического факультета, которые пришли на конференцию о строительстве оборонительных рубежей в Татарстане и Чувашии, услышали впервые. Сегодня, послушав докладчиков, больше углубляешься именно в историю своего края и в историю людей, которые жили здесь, на этом самом месте, в нашей родной Казани, которые старались, которые каждый день делали все, чтобы мы сейчас могли жить так, как мы сейчас живем. Такие конференции, они как раз оживают историю. И история, ты на самом деле понимаешь, что эти люди жили, и они просто совершили настоящий подвиг. На сегодняшний день остались еще свидетельства очевидцев тех событий, и очень важно у них запечатлеть их
воспоминания передать молодому поколению, чтобы не было искажения нашей истории. Строительство Сурского рубежа и Казанского обвода завершили в 1942-м. Линия обороны не понадобилась, но подвиг наших тыловиков не стал менее значимым. Масштаб стройки и затраченного труда еще только предстоит оценить историкам и краеведам двух регионов. Юлия Гоголева, Данил Филатов, ТНВ, Татарстан. 80-летию завершения строительства Казанского обвода и Сурского оборонительного рубежа сегодня посвящен и концерт в Казанской филармонии. В торжестве приняли участие президент Рустам Минниханов и глава Чувашской республики Олег Николаев. Они вручили медали за вклад в сохранение памяти о строительстве обвода, а на сцене выступили творческие коллективы обеих республик. Репортаж Лины Зинатуллиной. Только грозная доблесть. Большой концерт, завершающий марафон, открывается песней от героев былых времен в исполнении Государственного камерного хора Татарстана. Сегодня на сцене и в зале представители двух республик. С юбилейной датой поздравляют их руководители, президент Рустам Минниханов и глава Чувашии Олег Николаев. Мы о Казанском обводе, о рубеже пока очень мало говорили, хотя это огромный труд на территории трех республик: Марийская, Чувашская, Татарстан. И, конечно же, это такие же герои, которые были на полях битвы, такие же герои, которые ковали победу в тылу. Медали за подвиг на фронте и в тылу, как говорится, бьются из одного металла. И, несомненно, те страницы истории являются примером такого же мужества и героизма, которые совершались нашими предками. И прежде всего женщинами и детьми. Это вдвойне волнительно, вдвойне трогательно. За вклад в сохранение памяти о строительстве Казанского обвода и Сурского рубежа награждают представителей обоих регионов. 4 гостей из Чувашии получили благодарности президента Татарстана. 4 татарстанцам вручены медали 80-летия строительства Сурского рубежа и Казанского обвода. Среди них и руководитель Государственного камерного хора Татарстана Миляушата Миндарова. Директор Старо-Чичкапской школы Кайбетского района Айрат Каримулин уже 5 лет занимается изучением подвига в тылу. Организовал межрегиональную конференцию по теме с учеными и поисковиками. На его район пришлось 59 километров Казанского обвода, и практически в каждом доме был кто-то, связанный с этим подвигом. Он уверен, об этом нужно говорить больше. Если, допустим, у молодого человека, да не только, спросить про Сталинградскую битву, про блокаду Ленинграда, про операцию вокруг Москвы, то он более-менее может рассказать. А вот про Казанский обвод, даже у рядового жителя Татарстана, он мало что он имеет информацию, поэтому это особенно для нас актуально. Звучат на заваленке, шли 2 героя и другие песни на разных языках. От чувашского госансамбля песни и танца театрализованная постановка о самоотверженном труде в тылу, силе и мужестве тысяч строителей оборонительных рубежей. В завершение все участники концерта вместе поют главный гимн Победы. Победы общей для народов и добытой подвигами в боях и подвигами в тылу. Лина Зинатуллина, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Мы продолжаем выпуск. Татарстан в ожидании масштабных событий. Чуть более недели остается до празднования 1100-летия официального принятия ислама в Волжской Булгарии. Торжества пройдут с 19 по 21 мая. Сегодня весь размах предстоящих мероприятий анонсировали в Доме правительства. Напомним, по указу Владимира Путина празднование пройдет на государственном уровне. В республике ждут тысячи гостей из десятков стран. Что планируют обсудить на деловой части и какое шоу пройдет в Казани и Болгаре. О главных событиях эпохальной даты Дмитрий Аринин. Древний Болгар. 11 веков назад здесь официально был принят ислам. Татарстан до сих пор самый северный регион компактного проживания мусульман в мире. В честь юбилейной даты в Казани появится соборная мечеть. Как мы видим, сейчас все аттракционы в парке Кырлай демонтированы. Площадку готовят к празднованию 1100-летия официального принятия ислама в Волжской Булгарии. 20 мая в час дня здесь запланирована закладка первого памятного камня соборной мечети. Если позволит погода, здесь состоится и коллективный намаз. Соборная мечеть будет вмещать 10 тысяч человек.
Какой она будет, станет известно после того, как определится победитель конкурса. Опираясь на пожелания татарстанцев, выберут и название мечети. Возможно, будет объявлен конкурс, или мы посчитаем предложения, которые были от наших татарстанцев. Сегодня идет бурное обсуждение, мы это тоже видим, мы это тоже мониторим, но со стороны не оргкомитета, не со стороны руководства, значит, какие-то поддержки идей по названиям у нас нет. Для нас очень важно, чтобы люди приняли активное участие. Основные праздничные мероприятия в Татарстане начнутся уже 19 мая. В этот день на Казань-Экспо стартует Казан-саммит. Он продлится 3 дня. Главными темами станут развитие индустрии халяль, исламского банкинга, молодежной дипломатии. Запланировано более 100 тематических секций. На форуме ждут около 5000 участников из России и 55 стран. Самое заметное, наверное, то, что увидят наши посетители, это, конечно, прежде всего выставка Russia Halal Expo. И именно открытие выставки начинает череду праздничных событий 19 мая. С 8 утра будет эта площадка работать, и в 8:30 с почетными гостями будет проведено торжественное открытие. Площадь по сравнению с прошлым годом увеличена в 2 раза. 20 мая в Казанской ратуше состоится заседание группы стратегического видения России и исламский мир. На встречу ждут более 30 послов иностранных государств. Напомним, с 2014 года группу возглавляет Рустам Минниханов. Целью заседания группы является демонстрация мировому сообществу позитивного опыта Российской Федерации по сохранению этнокультурного многообразия, межнационального, межрелигиозного согласия, силы и глубины российской общегражданской идентичности. Несмотря на сложную международную обстановку, заседание призвано показать, что что группа продолжает активно работать и развивать контакты со всеми партнерами в целях укрепления и расширения позиции России на международной арене. И здесь же на заседании презентуют обновленное издание Корана «Казан-Басма». В этот же день, 20 мая, в Казани пройдет форум татарских религиозных деятелей. На встречу приедет символичное число участников – 1100 имамов из России и зарубежья. Из особо почитаемых гостей, которых мы ожидаем, это, безусловно, наш шейх Махмуд Ар-Рави, всемирно известный мусульманский ученый из Дубая. Также у нас из гостей есть имам крупнейшей мечети Турции. Это Чамладжа мечеть, так называется, Исхак Даныш. Сегодня мы делаем великий шаг, чтобы стать одной душой в едином теле. Гости увидят и документально-художественный фильм «Ибн Фадлан». Это история о том, как происходило принятие ислама и какую роль это событие сыграло для мусульманского мира. Также представит перевод на русский язык трудов Шахабуддина Марджани. Кульминация празднования состоится в Болгаре. И здесь пройдет заседание оргкомитета и торжественное мероприятие, посвященное юбилейной дате. В программе праздника чтение намаза, гашение почтовой марки и театрализованные представления. Также на территории Белой мечети и стене Казанского Кремля устроит световое шоу. Световое шоу, так же, как хорошо смотрится, как салют в темное время суток, мы уже определимся со скольки там, с 20-21, насколько будет удобно, и она будет повторяться, не просто там 5-10 минут только и все. Мы определим удобное время для горожан и доведем, в какие часовые регламенты можно будет подъехать. В дни празднования будет большая культурная программа. Это различные выставки, спектакли, фильмы. В присутственных местах Кремля откроется экспозиция, посвященная юбилейной дате. Празднование 1100-летия официального принятия ислама в Орской Булгарии будет проходить в течение всего года по всей стране. Запланировано 150 крупных мероприятий. Дмитрий Аринин, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. Республика попала под влияние циклона. За окном дожди, в отдельных районах Татарстана грозы. Осадки обещают и завтра, а также ветер до 20 метров в секунду. Неустойчивая погода с дождями сохранится всю неделю, сообщает Гидрометцентр республики. Сегодня ночью похолодает до +2. Завтра днем ожидают температуру от +11 до 16. В выходные будет от 14 до 19 градусов тепла в дневные часы. Из-за продолжительных дождей в Татарстане снизились и темпы посевной. Сев и так запаздывал на неделю в связи с поздней весной, а непогода задержала работу еще на несколько дней. На этой неделе темпы оказались ниже на 20%. Сегодня на поля не смогли выйти механизаторы в 22 районах. В прошлом году в это время было засеяно уже 60% площадей, сейчас только 44%. В Альметьевском районе пока засеяна половина из 48 тысяч гектаров, хотя есть и фермеры, которые полностью завершили работу.
работы. О ходе весенне-полевых работ сегодня говорили на городской планерке в Альметьевске. Тимур Нагуманов отметил, аграрии делают все возможное, но пока по прогнозам до конца недели дожди. Если они затянутся, то в план сева придется внести изменения. Сельхозники, просто говорю для сведения, делают пока все возможное, конечно, для того, чтобы все-таки в оптимальные сроки провести посевные работы, но если дальше так будет продолжаться, возможно, будет какая-то корректировка даже планов, потому что некоторые виды культур высаживать в поздние сроки не имеет никакого смысла. Завтра в Альметьевске на маршруты выйдут новые автобусы. Город закупил 8 комфортабельных «Газелей Next». Они выйдут в рейс вместо городских автобусов компании «Апопат». Они остались лишь на междугородних перевозках, а городские маршруты будет обслуживать Альметьевское транспортное управление. Как сообщил глава района, президент поддержал идею обновления автопарка. Новые «Газели» выйдут в рейс уже завтра. Они отправятся в микрорайоны Урсала и ДСРК, которые остались без общественного транспорта. Я с Мухтавмы еле-еле добираюсь до города. Целый час стою, жду троллейбус. Ждем, не дождемся, пока запустят эти «Газели» новые. Обязательно ждем. Не я, все ждут. Все мучаются, вот остановка стоим, вот, или 15 минут, мы посидим. И бабушки эти, молодые ждут. Урсалалар вообще мучаются. Вон пешком идут некоторые люди. В Казани с начала года резко упал автомобильный трафик. Как подорожание себестоимости владения автомобилем повлиял на пробки? Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». В Казани начались Дни культуры Чеченской Республики. В столице Татарстана с рабочим визитом находится министр культуры Чечни Айшат Кадырова. На протяжении 3 дней казанцы и гости столицы смогут познакомиться с особенностями быта и национального искусства этого региона. Так, в музее-заповеднике «Казанский Кремль» представят произведения художников, мужскую и женскую одежды, керамическую и медную посуду, музыкальные инструменты. На сцене театра Камала артисты русского драмтеатра города Грозный покажут спектакль «Волки». Что еще увидят казанцы и как дальше будут укреплять культурные связи 2 республики, узнала Алия Хайрудинова. Покажем, что из себя представляет национальный быт сегодня. Рабочий визит министра Айшат Кадыровой расписан по минутам. Свою 3-дневную культурную программу делегация Чечни начинает с национальной библиотеки. И это не случайно. В Чечне есть такая же. В ее фонде 1,5 миллиона книг. Главное, говорят гости, привлечь молодежь. В Казани приходит молодежь. На что приходит? А вот знаете, привлекать не административно, а делать интересно то, на что придет молодежь. Автоматическая система выдачи книг, обустроенная детская зона, творческие лаборатории. Гостям интересно все. Айшат Кадырова подтверждает, такой опыт для Чечни полезен. На одном из стеллажей она замечает книгу о своем отце Рамзане Кадырове. Оказалось, экспозицию здесь готовили специально к ее приезду. Все эти дни наши сотрудники культуры, работники будут обмениваться опытом и планировать дальнейшие мероприятия, выставки. Сейчас, как никогда, очень важно поддерживать и развивать отношения между регионами и народами. У нас страна многонациональная, и очень важно друг друга понимать и говорить на одном языке, а, как мы знаем, это язык культуры. Знакомиться с культурой Чеченской Республики жители и гости столицы смогут начать уже завтра. Музей Чечни представил в Казанском Кремле более 100 экспонатов. Это национальная одежда, изысканные ювелирные украшения и, конечно же, полотна художников. Какой грех будет, если убить волка? А это отрывок из спектакля «Волки» на сцене Камаловского театра. Его можно увидеть завтра. Артисты русского драмтеатра города Грозный расскажут о пронзительных судьбах людей во время сталинских репрессий. Тогда их укрыли горы Чечни. Развивать не только культурные связи. Ежегодно из Чечни в Татарстан приезжают сотни студентов. Это будущие врачи, юристы, лингвисты. Сегодня 2 республики развивают и туризм. Мир сейчас находится как раз-таки в том самом времени, когда нам нужно не на словах, а на деле показывать единение наших народов, единение народов Российской Федерации. Отношения президента Татарстана и отношения главой Чеченской Республики, их отношения, нам после этого становится очень удобно и работать и с министерствами. В
Чечне ждут и нашу делегацию. Представить там культуру татарского народа планируют на следующий год. Наши проекты уже последние несколько лет имеют тенденцию к динамике, и мы надеемся, что эти дни станут очередным толчком, и, несомненно, мы также будем планировать проведение Дней культуры Республики Татарстан, Чеченской Республики. Каждый отмечает, культуры обеих республик имеют схожие корни. Это история, традиции, кухня и одежда. В планах представить в Татарстане чеченский бренд одежды. Возможности и задачи обсудят в эти дни с местными дизайнерами. Алия Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В выходные в Казани пройдет большой беговой марафон. В этой связи 14 и 15 мая в центре столицы будут перекрыты ряд улиц. В субботу с 2 до 5 часов частично заблокируют проезд по улицам Московская, Профсоюзная, Чернышевского, а также Кремлевскую набережную, обе стороны Булачной и площадь Тысячелетия. В воскресенье, в основной день марафона, уже с 6 утра для движения будут недоступны улица Ташаяк, Кремлевская набережная, Батурина, Московская, площадь Тысячелетия, Кремлевская дамба и Булак. Откроют их после 2 часов дня. Также в разное время будут перекрываться ряд других центральных улиц Казани. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сегодня в Казани весь день шел дождь. И несмотря на ненастную погоду, даже в ней есть своя романтика, которую для вас запечатлел наш оператор Ильшат Мухаметов. Песню эту и дожди грибных серебряные нити. По куплету всему свету вы раздайте песню эту и дожди грибных серебряные нити. Банкрот-центр. От долгов хотят избавиться многие, и каждому готовы помочь юристы Банкрот-центр. Банкрот-центр. Профессионально, надежно, законно. Группа охранных организаций «Застава» приглашает на работу. Объекты по всему Татарстану. Стабильная зарплата, питание, хороший соцпакет. 5 100 946. Здравствуйте! В ближайшие сутки нас ожидает небольшое повышение температуры в отдельных районах и отсутствие осадков. По данным сервиса Яндекс.Погода, в четверг в Бугульме, Бавлах, Азнакаево переменная облачность, ночная температура стала ниже, а днем будет умеренно тепло. Ветровка, плащ и зонт – самые популярные вещи мая в этом году. Вот и в четверг одевайтесь теплее и не забудьте зонты. В Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге днем местами синоптики обещают дождь, будет теплее, чем накануне, до плюс 15. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше дневная температура также немного повысится, а небо прояснится. В Арске, в Кукмаре, Балтаси малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ночью холодно, местами заморозки на почве, а днем воздух прогреется до плюс 14. В Болгаре, Держаном, Буинске переменная облачность и без осадков, и с умеренным южным ветром. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше облачная погода с прояснениями. Вероятность осадков будет небольшой и плюс 13 на термометрах. В пятницу снова пройдут небольшие дожди, а температура существенно не изменится. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза. Без операции, с помощью одного укола. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Цветоводы Казани приглашают всех на ярмарку цветов во Дворец химиков 11 и 12 мая. Приобрести посадочный материал и получить консультации специалистов вы сможете с 10 до 18 часов.
О погоде в столице. В Казани будет малооблачно, во второй половине дня местами возможен дождь. Ночью +7, а днем 14 градусов выше нуля. Ветер южный, умеренный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 63%. В магнитном поле Земли спокойно. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и оставайтесь на нашем канале.